Слушай, дорогая, тебе не надоело там на одном месте все сидеть, глаза ломать? Нет, Сережа, не надоело. Мне надо выполнить заказ по брошкам. Ясно, хорошо. Я понял. Завтра мы едем на рыбалку. Нет, Сережа, у меня нет времени. На рыбалку съездим, настроение повысится, щуку супер поймаешь. Да и ты как не успеешь заметить, как все сделаешь. Ты уверен? И потом я тебе помогу. Вася, договорились, завтра едем. Хорошо. Уговорил. Вот что, а уговаривать ты умеешь. Слушай, меня женская логика иногда удивляет. Мы на тихую охоту за грибами, где ходить надо будет, ты куртку одела, а сейчас куртку не дела, а мы на реку едем. Я рубашку взяла. На улице 30 градусов почти. 29. Это существенная разница, да, Сережа? Но на реке жарко не бывает. Правило лодочника. Хорошо, я возьму сейчас куртку. Ладно, согласен, не 29, а 28,8. Вот сейчас ты на серьезного товарища рыбака. Похоже стало. Одно только не хватает. Вот это у тебя будет орудие лова. Это что за палка-то? Дорожка. Вот мы будем щуки ловить. Пошли. Понятно. Потом объясню. Идем проверять, как рыбалка действует на скорость изготовления брошек. Кстати, Хотя точно, а ты брошкой пошла? да, брошка, рыбка. Правильно. На удачу. Классная женщина должна классно одеваться. Даже на рыбалку, да? Да, даже туда. Слушай, может так реально даже и щуки может больше попадет. Не знаю, будем надеяться. Сережа, тут у нас воды. Не горюй, полчаса отчерпывать надо будет. Если Так я он- одна буду черпать. Ну, давай, я помогу, наверное. Ну, приступаю. Давай. Груз я перенес, давай помогать. Когда я почти исчерпала всю воду, ты решил мне помочь? Ну, У меня такое жуткое подозрение, что ты меня для этого и взял с собой на рыбалку. Чтобы я вот... вдруг ты везучая на щуки. Российские женщины не такие работяги, кто сомневался? Ну, вода, конечно, не совсем мелкая. Бывает и мельче, но все равно. На воды прилично мало. Так, ну что, вроде таскать такую жару здоровье потеряешь. Так что босиком работаем. На месте. По мелкой воде винт другой поставлю. По мелкой воде лучше ездить. Этот винт пока новый, песок съедать его будет. Пускай дольше послужит. Смотри, сейчас мы щуку ловить будем способом дорожка. Отцепляешь, кидаешь за борт и спускаешь. Ну, я на малом газу еду, она болтается. Ну и потом как удача. Попадет, не попадет. Да? А ты мне хорошую эту... Самую лучшую. Честно? Честно. У тебя главная задача под винт не попасть. То бишь вытягиваешь руку и смотришь, как блесна идет. А я ее увижу. Так ты по леске. Я готова. Тяжелая, что ли, Серега? Нет, это лодка такая. Нормально. Так. Ну что? Как думаешь, летняя жара без грозовых туч бывает? Что-то какая-то... Я не удивлюсь, если будет ливень с грозой. Погода такая. Ничего плохого нету. Гремит ведь Гремит. вовсю. Когда с хорошей погоды на дождь переходит погода, тогда щука вроде как нормально должна ловиться. Проверим. Ну что, Лариса Батьковна, отцепляешь? Уже начинает?
Да, закидываешь и леску пускаешь. Все, давай быстрее, под мотор идет. Когда я мотор приближается, ты отводи. Туча сзади, будь здоров. Цепанула, а что цепанула, не знаю. Дернул его, подсекай. Какой мотор приподнимай. Ну, гром, молния наскакивает, надо на берег. Тут на реке опасно. Так, ну что, Лариса Батьковна. Блесна сохранилась. Это большой плюс. Ой, дождь начинается. Ага, сейчас. Тут что-то капитально идет. Ты смартфон взяла без целлофана? Да. Ну, вот видишь. А я целлофан. Дарю, на, и на Чиномоте свой родной дорогой смартфон. Как? Винт съел леску. Слава богу, хоть воблер целый. Ну, ты как-то пессимистично смотришь. Изначально видно, что рыба в тебе попадала, потому что вон зацепил, коряги нету. Ну, а потом меня винт. что-то дернуло, я растерялась, короче. Я хотела подтянуть, а оно, видишь, это, тебе под винт. Без этого не научишься. Бывает. Но старайся вот напротив вот этой ноги мотора леску держать. Ну все, дождь начинается. Ну да, и крепкий. Ну, в нашем походе мы приключения легкие получили. Сейчас еще молния нас накроет. И вообще первый сорт будет. Так, ищи елку, под елкой лучше. Вон там елки, надо под елку. Ну что, Прям шалаш какой-то. наш домик. Ой, елки. Что, блин, Сереж, ты нам шалаш делаешь, да? Укрытие временное. второй вариант. О, пожалуйста. Здесь ждем. Под елкой. Это мой плащ. Так-то твой, но я тебе супер плащ дам. Иркой даже свой не пожалеешь для меня. Надо испытать. Что, на тебе что ли буду испытывать? Ну, мадам, дарю. Спасибо, Сережа Васильевич. Рули сюда. Ой, он такой огромный, Сережа. Нормальный. Тут и ты влезешь еще. Это ты первая сказала, это не я сказал. Нет, не влезаю, Сережа, ты слишком большой. Гремит, будь здоров. Интересно, а долго так сидеть-то придется? Ну, посидим. Часа два? Нет. Ну, тогда давай вспоминать. Что россияне делают, когда делать нефиг? Нет, то, что подумал, делать не будем. Тем более на видео. Сережа, я ни о чем не подумала. Я когда в Москве учился, там на юго-западе пруд был, там сын какого-то дипломата с Кубы купаться решил в гром молнии. И молнию по голове бабах, и хана человеку. Так что из воды уходить надо, и телефон не трогать. Эх, что тогда, поспать что ли? Ну что, Лариса Батьковна, вроде громыхание отошло, он уже вдалеке громыхает. Рано ты, Сережа, обрадовался. Ай. Так, ладно, Лариса Батьковна, мы с очень хорошей пользой провели время, поспали. 2 часа, худо-бедно. Так, ну я думаю, Лариса Батьковна, не обидите, мы еще полчасика хотя бы. Как скажешь. У меня еще запасные блесны есть. Там блесна целая. Там леску надо запрягать. Да. О, ну ты уже как профессионал. А попрохладнее стало. Ну сейчас явно похолодало, явно не 30 градусов. Ну что, не зря куртку, пинжак или как он называется, взяла. То, что утром почти 30 градусов было, а сейчас вон прилично прохладно стало. Слушай, не хочу тебя пугать, но реально тебе осторожнее ходить надо будет. Чтобы не наступить на плащ и случайно не упасть. Ну да. Ну что, время спасать. Супер блесну, воблер. Это так намотало, Сереж, да? Да.
Накосячила. Да ну, это мелочи жизни. Рыбак, который ни разу не замотал на винт, блеснул. Хреновый рыбак, короче. Так, сейчас мы тебе восстановим усё. А, ты мне решил вот такой дрын, да? Дай Да руку. нормальный. Подальше от лодки можно вести. Подлиннее было, да? Через меня перекинуть. Понятно. Я поехала за эмоциями, за впечатлениями, а потом с хорошим настроением Молодец. доделывать заказы. Ну, хорошее настроение, ясно дело, ты что? Так классно, ну, поспали, покушали под елкой. Другими словами, я тебе уже помог, да? Ну, не знаю. Ты ж не Тогда мы посмотри- еще полчаса Ты рыбачим. же не посмотрел погоду. Посмотрел, но там в 6 часов вечера обещали малюсенький какой-то дождик. Какой малюсенький, блин. Лесним! Как скажешь, дорогой. Кидай! Потихоньку. Такая палка длинная. И главное, чтобы удобно держать было. Край коряги, край травы, край заводи. Ты думала, коряга, это окунь там был? Я просто не успел камеру включить. Ну что, почувствовала, как рыба дергается? Да, почувствовала. Осталось поймать. Да, у меня камера долго включается. Что, рыба сорвалась, да? Не знаю, Сережа, я же не опытный рыбак. Мне что-то показалось тяжелое, а потом потяжелело, так дернулось, потяжелело. Эта рыба так себя ведет, надо подсекать. Дернулась, подсекай. Подсекать вот так, бум. Траву зацепила. Ну сейчас надо вытаскивать и почистить. И вперед тоже посматривай. Надо проверить, может, у меня там рыба есть. А, проверяй. Нет, ничего. Короче, 3 километра проехали, поехали обратно. Да. Там щука была. Да, ну она зацепилась. Сейчас посмотрим. Осторожно, щуку смотри. Так, вперед. Так, а где щука? Ну, значит, нету щуки. Но была она. Была, так я видела, но там Видела тоже. такой хвостище дернулся. Тут только, в принципе, воблер. Ну как изначально, щука-то сильно дернула. Ну, дернула, да я видела, что щука была. Да я оглянулся, там такой хвост, блин, там вообще, наверное... Я даже сюда подошла, мне такое ощущение, что тут Так, щука лежала. ну-ка центр тяжести туда переместись, я попробую достать. О! Что, щука там? Щука вроде. Так она там между ветками. Ну, надеюсь, видно? Ты сказал центр тяжести держать. Я центр тяжести держу, я боюсь туда наклониться. Так, как бы не ушла щука-то. Дай хоть я посмотрю. О! Вижу. Где ты там? Вроде есть щука. Есть. Ну, Не зря. нормально. Как думаешь, плов можно сделать из него? Нет, только уха. То хлеб. Да. С Кузей делиться не будем. Моя первая рыба. Ура! Я смерил, у тебя там 30 сантиметров, то бишь такую щуку законно можно поймать. Молодец. Я рада. Что день не зря. Так, Снимай! ну. О! Закидывай! Нифига
акула. Капитальный окунь. Я еще одну поймала рыбу. Это такой большой кусок. И это вообще эмоции зашкваривают у меня. Вообще рыбалка супер. Ну да. Ну, а может еще ведро поймаешь, да? Нам километр остался ехать, Сереж. Да там я глазом не успел моргнуть. Одну вытащила, вторую вытащила. 10 сорвалось. Слушай, может реально брошки так повлияли, да? Точно, у меня же мой талисман. Слушай, в следующий раз, если поедем на рыбалку, 3 талисмана повесишь. И одна из них золотая. Ладно, согласен. Хорошая рыбка, хорошая. Согласен. Если тебе понравится, даже слегка позавидовал. Классно играет. Кто-то все кидается. Воблер хорошая штука получается. 8 часов вечера, муж, домой! Ну все, конец походу, приехали. Ну после рыбалки ты прямо молния. Брошка готова, а что означает у тебя вот эти буквы? Ну, это инициалы заказчицы. Она попросила.